Песня в переводе с олимпийского означает «первый снег». Она является автором-исполнителем песен народов Севера. С 2004 года начала записывать первые песни в своем исполнении, пропагандируя песни местных авторов Оленёкского района. Ее песни стали звучать в республиканских радиостанциях. В 2011 году становится участником и лауреатом, обладателем золотой медали Всероссийского выставочного центра в городе Москва, лауреатом Всероссийского фестиваля ожерелья России и фестиваля «Байкальский аргюш» в городе Улан-Удэ, Республики Бурятия. Выпустила в 2013 году первый альбом под названием «Синелька». Сотрудничала со знаменитым театром песни и танца «Байкал» в международном проекте в Китайской Национальной Республике. Также сотрудничает с сородичами со внутренней Монголии КНР с Оленкийским Хошоном. Итак, встречаем Синельга. Добрый день, уважаемые друзья, дети. Очень рада, что вы пришли сегодня на сегодняшнюю арт-встречу. Это будет в таком формате, что я буду рассказывать про себя, про свою культуру, про свой народ, о том, как я люблю свою культуру, свой народ, и с гордостью, с поднятой головой пропагандирую свои песни и танцы. И не только песни, танцы, но все костюмы, которые у меня есть, сценические, да, я сама шью. Так как с детства меня научили мои бабушки и дедушки самой выделывать, шить, и это мне очень понадобилось в дальнейшей жизни, в моем творчестве. И этому я благодарна моим родителям, предкам, народу и, конечно же, своей прекрасной культуре. Я очень рада, что вы пришли, студенты Национальный колледж культуры. Да? Сейчас я хочу, конечно же, начнем нашу встречу. Это будет неформальный формат. Буду рассказывать, будете спрашивать, если что интересно. И, конечно же, хочу подарить вам от всей души и от всего сердца свои песни. Для вас песня «Танцы на берегу». Громче, можно, пожалуйста?
Спасибо большое. Это песня камчатского народа. Она похожа очень на венкийскую песню, хотя это не венкийская песня, это венская песня. Валерий Этноута, он же сам автор песни, он же сам мелодист, сам пишет песни, очень красиво танцевал и жил, и танцевал и в Менго. Первый раз его не взяли, потому что у него, как бы сказали, что у него таланта мало. После этого он стал в своей деревне заниматься очень много, и его через некоторое время он поступил в колледж, и через некоторое время он стал одним из самых лучших ансамбля очень знаменитого легендарного ансамбля Менго. Мне очень нравится эта песня, потому что обычно я в свой репертуар беру песни, те близкие. Наверное, вы знаете все тольские люди, да? Через которые я прожила, потому что с детства я кочевала вместе со своими родителями, с бабушкой, дедушкой, и каждое лето мы играли около реки камушками. И в обычный день у нас работа была с утра до вечера таскать воду. Ну, всем, кто там есть, а остальные там шили, за оленей пасли, а дети, у них работа была в основном с берега таскать воду. И мы там играли, пели, ходили летать как чайки. И вот очень нравится мне эта песня, потому что напоминает мое детство. Еще одна песня будет, потом я уже буду рассказывать про культуру народов. Песня называется «Венчкам». Как раз сейчас про Таллинком будут бегать маленькие, уже бегают маленькие оленята. Для меня очень-очень это важно, потому что мое прекрасное детство связано с кочевьем. У меня дедушка был словакан, он прямо разговаривали на венгерском языке. Много кочевали, один раз в год только за продуктами приезжали в деревню. У меня еще дедушка, все были, у них были свои имена венгерские. Амакабагалай, значит, он был охотником, который на медведей охотился. Еще есть оленевод дядя мой, Чатракан. Чатра — это с венгерского писец. И вправду он очень похож на певца, большие глаза, белый. И эта песня меня напоминает тоже детство. Я пою ее от всей души. Она поется при любой аппаратуре, при любом формате мероприятия. Для артиста это самое главное. Это не софиты, не чтобы он в любой ситуации должен выходить и показать свою культуру красиво, чтобы всем захотелось петь и танцевать, да? Песня Анну Николаевну Мурееву знаете, да? Знаете, наверное, да? Это очень великий человек, вместе с ней я работала. Это один из крупнейших тунгусоведов России. России, не только России, но и по всему миру. Так как в Якутии, не только в Якутии, да, все переводы она делала, все мои репертуары песен, тоже песни Анны Николаевны Муреевой. Слова Анны Николаевны Муреевой. Надежда Докалова, знаете, да? Да, это венгерская певица, родом из Оленька, моя землячка, моя тетя. И с гордостью, прямо это моя визитная карточка, когда я езжу в другие города, страны, да? Это же, конечно, песня про олененка. Можете со мной петь или танцевать, если хотите. Ayo,
В песне поется про маленького олененка, там перевод есть. Оленята очень любят соль, олени тоже очень любят, наверное, знаете, хлеб любят. И мы каждое утро, утром и днем, как у всех народов, да, у якутов тоже есть, дойка оленей. И каждое утро, когда дедушка приезжал с оленями, там важники сами приходили, если из чума выходишь, маленький мешочек обязательно, и оттуда вытаскиваешь соль. И оленята, конечно же, идут на соль. И я буду чуть некорректно, по-маленькому, если сходить, они тоже едят это, да? Там же соль, поэтому они очень любят. И осенью мы очень боялись идти по-маленькому. Один друг обязательно с собой берем, потому что именно темно там осенью. И вот эти, которые самцы, уже начинают запрыгивать на любое, что движется. Поэтому мы боялись, и у нас всегда были палки. И у нас даже есть рисунки, которые рисовала наша тетя, где мы сидим прямо вот так, в ручке палка, а около меня стоит сестра тоже с палкой. И вот мы ходили вот так по-маленькому, да, поэтому и в песне поется не только там сначала слушаешь, да, про соль, ну там ничего, да, а это жизнь, люди, это быт, это мое детство, это то, что я ни с кем вот в таком формате не рассказывала, сцены же я не буду рассказывать, да, и вот такие хитрости, вот такие тоже были, вот, да, кушают, вот, и утро наступало, они, вот оленята, ну, не говорят, или как будет, да, ну, утром звон колокольчиков, и наше утро начиналось с горловых, вот этих мамы ищут своих детей, где-то то малыши говорят а мамы ищут своих детей. Вот видите, почему. Внимательно посмотрите видео, да, где будут оленята и мама, где-то будет ребенок, и мама будет звать своего ребенка. И вот это горловое именно в песнях и в своих танцах северные народы берут вот, хорканье оленей. Вот. И что еще хотелось рассказать, то я начала свое творчество с малых лет, прямо с возраста, наверное, с 3, ну, как себя помнить, меня мама очень хорошо пела и научила песням. У нас первая песня наша была «Гуджи Дунне». «Гуджи Дунне» — это песня про красивую землю. Какая у нас красивая земля. На самом деле это была народная песня, и с другими словами, про охотника, который охотился на куропаток. А потом композиторы написали сочинили другой текст, и композиторы в ноду сделали, и получилась такая в современном варианте песня про красивую землю. И первая песня у меня была «Гуджи-Дунне», пела с малых лет. В 3 года я уже начала с бабушкой ходить. У нас был пошивочный цех, где бабушки все наши работали, шили костюмы оленевода. Тогда был очень знаменитый совхоз оленевский, там выделывали шкуры, учили шить, выделывать. И я очень любила. С 1 класса я уже начала работать на зарплату. Детей брали на работу, на зарплату учили выделывать сначала по 2 камуза, потом уже в 3 классе мне захотелось еще много денег заработать, и я начала уже выделывать шкуры, потому что оно стоило, наверное, рублей 5, а камузы где-то рублей, нет, копейки были, 58 копеек, потому что временной. И с бабушками я работала.
слушать рассказы бабушкины там. Очень много бабушек было. Бенчик Христину Афанасьевну знаете, да? Ага, она народная мастерица в республике, очень много тоже ездила на выставки, у нее книга. Я никогда не разделяю песни, танцы и материальную культуру, потому что это все одно целое. Если бы я сама не делала как бы образ свой, да, я не умела шить, я бы кому-то там заказывала, да, это было бы как-то совсем другое, наверное, да. И смотря, конечно, у каждой мастерицы есть свое видение, по канонам тоже, конечно, надо, да. А для артиста сценический костюм — это совсем другое. Для того, чтобы со сцены более современные надо, да, костюмы делать. Например, у меня вот Гагара, да, у Эвенков Гагара была священной птицей. Она, по вере Эвенков, она помогла, чтобы на земле был такой, чтобы земля образовалась земля, и они верили, что эта птица им помогает. И Гагарин, вы знаете, такая птица, что у нее не щипать перья не будут, как у других уток. У нее как вот прямо идет с кожей, как бы шкура идет такая, да, тоже интересно. И Гагарин никогда второй раз свою себе пару не находит. Они такие прямо священные птицы. Наверное, знаете, да, охотники, мальчики, да? У них красные глаза, красивые вот прям крылья, мне очень нравится. И в песнях тоже они используют вот звуки, звукоподражания птиц, животных. И, конечно же, все это связано. Вот Гагара, например, у нас была, я не принесла, я хотела принести, но забыла, извините. Есть головное украшение оленей. Она у меня бабушка шила, и она очень долго у меня хранится, наверное, уже сколько десятилетий. Там из бисера все. У Эвенков бисер был, когда в России не было еще бисера, да? Когда вот Петр I только сидел в власти, он построил фабрику в России. Только когда он вот начал же моду, да, с Европы. И в России первый бисер появился только при Петре I. А тунгусы до этого у них уже были костюмы с бисером. Я еще не верила, с бабушкой мы шили, мы помогали собирать бисер. Там же был этот дефицит бисера, и наша помощь еще была, чтобы собрать упавший бисер, так как это был такой дефицит. И всегда спрашивала бабушку: бабушка, откуда берется бисер? Она рассказывала: там они берут из моря. Я не понимала, как мы живем в Харьялаке, как море же, далеко же, еще думаю, она меня обманывает, да? У меня вот воротник, это с музейного Шила Сибирь, в Оленевском районе есть у нас музей, и там хранится из погребений арангасов, нашли очень красивые костюмы. Есть костюм женщины венкийской, тоже в бисере, там дата, какой это был, по-моему, где-то 18 век, если я не ошибаюсь. И у них прямо были бисеры, есть жемчуг. Там идет жемчуг, есть, вот видите, у меня это не простые камни, это амазонит и бирюза. И вот эти драгоценные камни тоже хранили человеку, по поверьям, оберегали. И Эвенков еще назвали, все знают, аристократами Сибири из-за того, что Кастрин был, и все путешественники, которые ездили, они называли аристократами Сибири из-за красивой одежды. У них прямо были, они украшали свои одежды всякими бисером, всякими побрякушками, которые звенели, когда они танцевали, они пели.
И еще хочу сказать, у эвенков очень много хороводных танцев, чем у других коренных малочисленных народов. Поэтому я сегодня прямо подчеркивала, что у нас будут именно хороводные танцы, да? И когда я только начинала, мне очень тоже трудно было, потому что я думала, все забылось, да? Некоторые песни там забылись, мелодии подзабылись, и я начала работать с Анной Николаевной Гуреевой, она мне очень помогала, она подыскивала всегда мне что-то сама сочинить в репертуар. И еще, когда уже начала ездить, я познакомилась с очень знаменитой нашей тунгусской ученой, которая работает в Питере, научный сотрудник, ученый в городе Санкт-Петербурге, это Надежда Яковлевна Булатова. Вот она тоже мне помогает по песням. И когда я езжу в другие страны, где проживают коренные малочисленные народы, это в Китае тоже эвенки есть. У меня подруга Мила, это ее, она наполовину китаянка, наполовину у нее монгольские крови есть, и еще эвенкийка она работает в Пекине, в императорском дворце. И в императорском дворце прямо мы, из-за того, что она у нас ученая, там, прямо на машине въезжаем под императорский дворец. Это, конечно, так круто. Сегодня тоже как раз написала. И два последних императора были венграми. Ага, вот, да. И у нее есть доступ, как она один из хороших сотрудников, и имеет доступ ко всем сокровищницам императора. Там есть такие прямо письма, которые приходили из Москвы, да, и всякие украшения, они менялись, они дарили друг другу до тех времен, да. И в этом году будет Хайланчан, его вот император, да, 230 лет будет юбилейная дата со смерти этого императора, который прямо был одним из тунгусских императоров. И поэтому я очень-очень грубым думаю, когда называет малый народ. Малый народ — это народ, который новый народ, да? Который это не малый народ, это малочисленный народ. Каждый раз говорю, что такая традиция, такая культура только может быть у такого старинного, да, который веками жил народа. И очень горда. И с каждым разом, когда я знакомлюсь с другими народами, я ездила, меня всегда приглашают в Южный Сахалин, там тоже живут эвенки, там 500 километров идет Япония, знаете же, да, наземным, и идет Корея. И поэтому они тоже вот приезжали тоже корейцы, мистерчан, которые вот корейские школы же тоже сотрудничают, да? Он снимал про меня, про эвенков, ну, в принципе, я там как пропагандист культуры эвенкийской, да, спела песни, несколько песен. Они, вот корейские, они, оказывается, там был директор университета музыкального, и он подобрал те песни, которые очень похожи на корейские. Я чуть-чуть тоже изучаю китайский язык, как вот это, ну, часто езжу, тоже интересно, каждый раз слушаешь, но поэтому они думают, что народ корейцев тоже есть, ну, корни, тунгусские корни. Это тоже интересно. Я сама по образованию культуролог и очень интересуюсь именно не только письменной культурой, да, я ее беру в целом. Это и одежда, материальная культура, духовная культура. И узнаю много, когда много езжу. И начинаю ценить и уважать свою культуру еще больше, когда вижу другие народности, которые пропагандируют свой народ. Есть народы, которых очень осталось мало. И это тоже жалко. И это не зависит от того, что кто-то начал прямо пропагандировать. Ну, думаешь, да? Ну, это зависит от нас каждого.
чтобы культура возрождалась, чтобы культура, тем более вы культурники, да, которые национальную культуру, и всегда будет модно, эффективно работать в этом плане. Папа очень у меня был мудрым человеком, он был знаменитым охотником, прямо он с детства, когда мы... Оленек очень большой по территории, да? Там 9000 километров, где он охотился, и он охотился в местности Мерчинлян. И мы видели отца только один раз в год, когда у нас очень многодетная семья, и мы отправляли ему. Он был до того очень знаменитым охотником, что его вот на пушнин уже он охотился, да? Его вот добычу, даже он на Новый год 5 лет, тогда же была пятилетка, да, он не приезжал даже на Новый год. И таким мудрым человеком был, что когда я уже поступила на учебу, я думала, ребенок, да, где-то 18, поступила в культурологию именно. Тогда раньше же прям культурологии не было, это модное слово было в конце 90-х, да. И это наука, которая изучает культуру, да, культурологию культуры или логос, да, учение. И он очень обрадовался, что моя дочка будет не просто учителем, да, но который такой очень нужный. А мама не понимала, она наоборот пела у меня и очень хорошо мастерица была. Зачем тебе культура, там же очень мало получает, но все думают, да? А на самом деле это культура, это те люди, которые создают все, что создано руками человека, это же культура, да? Это люди, которые создают мир. А сейчас я хочу... И каждый раз я знакомлюсь со своими сородичами и со всеми дружу, и бурятскими венками, топонимика вся Россия, Амурской области, Хабаровская, Иркутская, Бурятии, Якутии. Топонимика идет все на эвенкийском языке. Знаете же, да? Там Пиракан, река Джаланджа, есть в Амурской области деревня Джалинде, а у нас в Олимпе тоже есть Джалинде. А это же олимпийское слово, а русские взяли и каждый по-своему написал, как слышали, да? Джалинда. А на самом деле, в русском языке слова же нет уже, да? Поэтому где-то в каком-то регионе напишется как Джалинда, где это рыба. Поэтому в каждом, где водятся вот эти рыбы, они назвали вот эти места эвенкийскими. Они же всегда кочевали, поэтому карта, вот, которая вот эвенки, например, у нас, я работала еще чумработницей, у нас была еще община после распада совхоза, и чумработницей работала у папы 16 лет, и там прямо жила, кочевала. У нас были свои линии, не совхозные, а свои прямо, которые с бабушки, с прабабушкой передались отцу моему и дедушке. И когда я очень горжусь, что работала чумработницей, потому что это страшная работа с утра до вечера, кормить всех, не только кормить, шить, кормить, это 24 часа работы. И ночью, когда маленькие были, мы дымокуры делали. Когда папа приезжал, он же один, а мама находилась, из-за того, что много детей, находилась в деревне, и дымокуры, представьте себе, это маленький ребенок. Нас было 3, и мы там живем в чуме. Дедушка поставить чайник надо нам, чтобы ночью, когда в 3 часа ночи он может приехать, или когда очень много мошек, комаров, он может приехать хоть утром в 5 часов. И мы должны сидеть. И представляете, ребенок маленький, где-то 5 лет, да, 7, и начинает вот какая там табыда, какая там противопожарность, прямо вот так берешь буржуйку, открываешь, и самостоятельность была такая, да, и все там, и чай заварить, первые оладушки там брызгает на тебя масло, и кормить так как-то надо, да, и поэтому после
уже больших классов я уже начала работать учебной и тогда я начала уже чувствовать всю эту красоту, запах, звуки природы. Это, знаете, сейчас мало такого. И потом все это передать народу, знаете, что все это не пропало, чтобы олени были, чтобы культура была, чтобы народ жил. Это такая большая ответственность, на самом деле. Это не только песни и пляски, это большая проблема коренных малочисленных народов. И сейчас у меня еще была группа при театре коренных малочисленных народов. Я создала группу, потому что сейчас молодежь не понимает, что если я буду петь прямо надо не поймут, они все разбежаться начнут, да? Поэтому как молодой человек, где-то я начала уже аранжировки делать под свой стиль, познакомилась, когда прямо не было всяких гаджетов, ты не мог, тем более ты живешь вообще на крайнем севере, откуда ты кого знаешь, да? Все же и сейчас, и тогда было все через знакомых, да? И я всегда слушала радио. Когда приезжала в город, слушала радио, и всегда реклама была про Дурана Рекордс. Тогда это единственная была звукозаписывающая Петя Петрова. И я набрала номер, просто свой. Такие люди по телевизору видишь, ты же не знаешь, они согласятся, не согласятся. У них у артистов было свое прямо вот такое общество, да, они могут не пропускать. Я позвонила, и он сразу обрадовался и сказал, что у творческого человека тоже бывает, если ты очень творческий человек, бывает такой период, что любое вдохновение у тебя может появиться из-за того, что ты делаешь не одно и то же, да, там по якутской песне. И Петя сразу согласился. Я приехала с гостинцами, как всегда, у меня был оленье молоко, мясо. И со всеми своими гостинцами я прямо приехала. Я нашла деньги откуда-то, очень много денег. Там, оказывается, фонограмма стоила очень дорого. Через свою главу нашла деньги и прямо давай диск сделать, а у меня ни одной песни нет, оказывается. Сначала надо одну песню сделать и дать радио, чтобы накрутка какая-то была. А я такая, у меня нету времени, у меня надо сейчас прямо деньги, я вам отправляю все, и мне нужен диск. Он такой, давайте, Нили, сделаем так. Мы сейчас 2 песни запишем, потом ты подумаешь, и у тебя вдохновение какое-то будет, и через некоторое время. Не, у нас проезд очень дорогой, там 30 тысяч, да, один конец был, да, тогда. И мы записали после смерти, отца моего было, он уехал охотиться и так и не вернулся. И мне было очень грустно. И когда начинает человек грустить, появляется тоже такое, чтобы что-то сделать. И первая песня Винка, которая на Эвенкийская, это народная мелодия, я очень подчеркиваю каждое, потому что это одна песня, это работа нескольких людей, понимаете? У кого-то вдохновение появилось, и он начал все это, а люди думают, что это, песня, каждый второй будет петь, каждый второй будет танцевать, но это не так. Когда песня сделана душой, одна песня хотя бы, да, вы будете на этой одной песне кормиться всю жизнь. Бывает же, да, такое? И песню Эвенко, это слова Анны Николаевны Муриевой, очень такая, он прямо не годится, я такой Эвенко, у нас такая культура, не кричит. Он прямо в тексте идет, как он горд своими оленями, как он счастлив, что он поющий, что у него есть олени, и у него есть такая прекрасная песня, он является Эвенком.
И поэтому, как-то мы начали сделать аранжировку. Аранжировку мне сделал, тогда он работал в колледже культуры, знаете, да, Муликович Владислав. Тогда он очень молодой был, и, оказывается, он сам с Татинского района, и в детстве его учительницей была по музыке Надежда Докалова. У Надежды Докаловой мать с Татинского района, а отец Солинка. И поэтому было очень интересно сделать с ним такое, у него восприятие было такое, да, северное, что он мог сделать такую красивую, мелодичную, чтобы там не было такого там другого. Мне очень нравится аранжировка такая, она простенькая, но она при этом берет сердца других народов и прямо умиляется, им нравится. Под эту песню танцы ставят дети. Очень много детей выросло на этих песнях. Да? Посчитайте, в 2006 году эта песня вышла почти 20 лет, да? Но она из моды не выходит. Понимаете? Как надо делать, чтобы в песне была душа народа, чтобы там все ты под песню прочувствовал, ты знаешь каждое слово, под каждым словом, что ты делал. Понимаете? Я каждое слово просто так звуками, музыкой не... чтобы у меня из уст не вылетело вот это просто так, да, чтобы красивая мелодия не вышла, я не понимала. Я каждое слово чувствую. Для меня даже слово «я являюсь венком», для меня это что-то такое, что передать два слова вот этих, да, чтобы под души людей входило и запоминалось. И песню надо песня, которая, она не песня, ее надо еще петь, да так петь, чтобы она полюбилась другим людям, да? Сейчас я хочу спеть песню Эдвинка, слова Анны Николаевны Муриевой и народная венкийская мелодия для вас, только для вас. Песня Венка. Представьте себе зима, люди кочуют, охотятся, живут, радуются каждой мелочи жизни. Yeah.
Очень интересно, очень хорошо, что вы так слушаете прямо. А сейчас мы давайте споем, не споем, а хочу узнать, что хотите еще узнать. Например, горловые, кто из какого района, можете мне сказать, пожалуйста? Кто не и откуда еще Бахалсария? Мне интересно очень. Сумдар, вот, да. Вилюйский округ еще? Верхний. Вот, все тунгусы. Дальше? Верхоярск. Верхоярск, да, северяне. Дальше? Ленский. Да, Ленгелер. Ну, я и, да. Ага, дальше? Чарапча. Вот, да, дальше. Чарапча, это уже английский. Дальше? Мирный. Сюрдюкай, да? Дальше? Вот, все юнги, все тунгусы. Интересно вам, да? Дальше? У меня дедушка прадед был, у него прозвище, имя, его знает как Красный Тунгус. У него вот такой, как бы, не псевдоним, прозвище, да, Красный Тунгус. Он родом, он был каюром, он работал первых алмазных вот этих в Мирном и кочевал по всему региону, по Якутии. Его знали Кавилтомус, как Красный Тунгус, у него была семья Вилюйский, он сам из Вилюйских округов, Вилюйский Винг, да? Это по матери у меня получается, да? Вилюйтому один, да? Вилюйский, Кавилтомус Сенаттак, Егоров Михаил, который первый каюр, и прямо он вышел в книге, где алмазы Якутии. Когда-то вышла книга, давно, да, в СССР, и у него было 3 семьи, которые мы знаем. Первая семья у него он же кочевал и ездил, работал с Якутска на оленях до Мирного, через Вилюйск, там же идет кочевье. И у него была семья еще в Чурапче. Я троюродных не знаю, к сожалению. У него в Чурапче была семья, и там 8 детей было. Вилюйские чуть-чуть знаю, они Егоровы, да? У него тоже семья была, 8 детей было. И третья жена, это в Оленьке, получается моя прабабушка, да? У третьей жены тоже 8 детей. Представьте, да, сейчас люди думают, что откуда там ивенки, да, они же далеко, живут. Нет, извините, мои дорогие, почему-то поменьмена вся ивенкийская, потому что каждое стойбище, где они ночевали, они называют своими именами, своим языком. Поэтому в карте написано все, например, Вилюйск едешь, там есть же Биракан, да? А Биракан это ручеек. Да, очень много мест, например, да? А в Сумтаре тоже, это такое место, которое вот, высоко стоит. И когда работала чумработницей, к нам приезжал первый президент республики. И сначала он должен был лететь в стадо, но из-за погоды на вертолете они остановились на наше стойбище. А у нас было, где мы летом кочуем, и через реку, где мы останавливаемся
место летом, чтобы весной, где олени рождаются, и через реку, где мы все лето будем проводить, потому что там высокое место, из-за высокого места там ветер хорошо дует, и мошки там не могут, ну, как-то, да, такое место именно они находили. И в это утро мы перекочевали на другое место, а мы не знаем, что он приедет, а там была связь, только таких вот смартфонов не было, конечно, и связь была, где разговаривают по рации, да, и у нас позывной был Мираж 7Т, Мираж 7, да, и нам сообщают, что к нам летит президент. Мы такие, я ребенок, совсем лет 16, и мы только вот перекочевали в место, и, короче, стала готовить еду, там быстро приготовила оладушки, сварганила. У нас был тугунок оленевский очень вкусный, варенье было, когда уже было голубика. И они прямо в вертолет, где вот это камушки, около берега, посадку сделал, и дети такие радостные, туда президент к нам летит. И, короче, они туда и идут, маленькие мои братья, двоюродные меня. Кстати, у меня при общине мне было сколько лет, первый курс, и у меня уже это был первый семейный лагерь при общине в Оленевском районе. И у меня там все дети были, свои родственники, там все многодетные же, да, и все дети бегут туда. И после этого они такие деловые, тут шагал, это место, где президент топал, тут топал. И они вот это место называли президент Арана. Знаете, да, вот, есть место, где называется конфета, дети сами уже, у них есть на генетическом уровне, чтобы не забыть называть те места своими именами. Чтобы, и все называют, например, есть у нас речка Лот, это мой дедушка был, по его имени, потому что он всегда на этом месте кочевал. И вот все это выходит не просто так, да, вот эта карта делают, они же не будут, современный человек взял и прямо сам начал сочинять всякие разные, да? Это все приходит с годами, с временами, как вот. И это делали наши предки, и это же очень-очень так. На самом деле они такие мудрые люди были. На генетическом уровне даже можно, даже мы говорим на русском языке, на венгийском, на якутском, это же сколько языков знать тоже же, это же успех же, да? Еще знаю, я очень хорошо сотрудничаю в внутренней Монголии, где живут эллинки Китая. Есть там очень знаменитая певица Арна Лауши, это учитель по эллинке, да? И они каждый год меня приглашают на мастер-классы. По танцам, по хороводным песням, по шитью. И знаете, я не думала, что у меня было почти 1000 рублей в карманах. И я не верила, что меня будут приглашать куда-то, да? Мне купили билеты, я сделала свою первую заграничный паспорт и уехала, вообще не зная ни одного языка, со своими тормозами, со своими вот этими, с бубном, с этими, с органом. Это моя гордость. Со своими вот этими, они заказывали, что хочешь привези, там инструменты какие. И для меня была гордость то, что я сделала своими руками, и то, что у меня есть, я еще могу, как-то преподнести еще другим людям. И вот она очень знаменитая певица, она ученая, и несколько ученых. Вот в Пекине есть университет народностей, и там преподают очень много эллинкийских вот этих преподавателей, которые с эллинкийского хошуна. В Китае есть, все сейчас путают, Китай очень большой, но я побывала в очень таких местах,
приглашали люди, которые интересуются не только эвенки, а люди, которые экзотику любят, богатые люди, очень богатые люди, которые хотят себе вот на праздник необычную культуру. Там и были, например, я была очень знаменитого и очень богатого человека на мероприятии, где всем артистам дарили айфоны, айпады, просто так, за то, что выступила, да? А для меня это, они, оказывается, уже привыкшие, есть такие артисты, которые только туда ездят, да? А меня пригласили мои друзья, которые живут в Внутренней Монголии. Холмбуир есть такой город Нантуй, где живут эвенки, да? Ну, как бы эвенкийский хашун. У них там живут не только эвенки, но орочона, еще тавры, есть буряты, которые переехали во времена Советского Союза, ну, когда война была, да. Есть очень много малочисленных народов именно внутренней Монголии. Это не Монголия, сейчас путают, это внутри Китая есть вот такая внутренняя Монголия, что там проживает несколько. Мы видим, что там, ну, на одно лицо типа китайцы, да, азиаты, да. А на самом деле там очень много народности, очень много мероприятий, очень много фестивалей. И те, которые, я очень знаю много студентов, которые в Сидепуте учатся, ну, в Харбине учатся, да, они там преподают, да, барганы преподают, они даже с студентами тоже знакомились. И вот моя подруга, вот ученая, да, она очень-очень знаменита по всему Пекину. У них есть спонсоры, вот, они знакомы с очень влиятельными людьми. Знаете, даже, да, Алибаба, который вот создал, вот китаец самый богатый, которого никто на работу не брал, и он создал такой заказы делать. И он сейчас является очень самым богатым человеком в мире. Ну, один из богатых людей. И они сотрудничают, когда вот малочисленные народы тоже хотят продвигать свою культуру, им помогают богатые люди. Это же очень хорошо, да? И вот интерес в чем? А вы думаете, там якутская культура, якутская песня, северная. Если ты сам умеешь общаться с людьми, ты хорошо говоришь на нескольких языках, это ключ ко всему. Понимаете? Вы не останавливаетесь на одном. Учите языки одновременно. У вас это не... Вы не дети 90-х, не дети Советского Союза, да? У вас мозг работает, у вас есть очень много... На айфоне вы можете подбрать себе вот, да, слова, выучить тексты, выучить, сотрудничать. Я думаю, возрождение вот именно культуры начинается с каждого из вас. Понятно, да? И вот Арна, которая работает преподавателем, и еще она пропагандирует песню эвенков. Она оперная певица. Но она оперная певица, но поет на эвенкийском языке, на монгольском, на китайском. Ее все знают. У него муж был, умер, тоже музыкант, очень. Они все сами сочиняют стихи на эвенкийском, сами разговаривают на эвенкийском языке. Там эвенки, которые вот во времена СССР туда переехали, да, из России, у них имена русские. Та бабушка, которая живет в внутренней Монголии, у него та бабушка, это которая сохранила культуру эвенков в Китае, да, у нее имя Мария. И фамилия, и, из России, понятно, да? И вот пропагандируют именно через оперную песню они. У них есть в репертуаре песни про звезды, там, про Сиктакан, так что туда ездили, я езжу как будто своим родным. Меня встречают там очень хорошо. Там открыла один из первых детских ансамблей, у них Оранчика есть. Там я помогала им открыть вот этот ансамбль. И еще у меня при театре были мальчики, помните, да, Сигун
3 парня, один алданский, 2 моих оленевских. Баргеда, Бедени, эй, песни пели втроем. И по этому проекту я там тоже в Китае создала, ну, там, трио, ну, ансамбль такой девочек, тоже так шикарно поют, шикарно танцуют, тоже популяризуют культуру эвенков. Вот, интересно, вот, когда песня и культура тебя знакомит со всем миром. Я очень благодарна, что у меня такая культура, такие предки, что меня всему учили, то, что я знаю каждый вот, житье, бытие. Это моя жизнь, это мое творчество, это мой хлеб. И поэтому я вот в таком формате впервые делаю. Мне захотелось узнать, людям интересно ли это будет или не интересно. Поэтому, если ну, вот я свое творчество вот так не рассказывала, для меня это тоже интересно, такой формат, как бы. Я сама преподавателем еще работала, учителем работала, воспитательным завучем работала, ансамбли создавала в детском учреждении, где вот ансамбли, танцы. И поэтому у меня уже, я думаю, есть такой опыт, чтобы уже этот опыт и свои вот эти знания не себе держать, там, своим только не рассказывать, а рассказывать народу, чтобы они тоже вошли в те числа людей, которые будут пропагандировать свою культуру и народ. И сейчас я хочу спеть вам песню, которую я сама сочинила. Она идет с переводом на якутский язык, чтобы пропагандировать якутскоязычным эвенкам, которые тоже наполовину же бывает мать эвенкика, наполовину отец эвенк. Но когда преобладающий народ все-таки преобладает, все равно в Бурятии тоже эвенки по-бурятски разговаривают, бывает тоже такое. А через песню можно учить языки. Там с переводом идет. Я думала, так масштабно не пойдет. Это же 2004 год был, да? Я для своих хотела, чтобы они хотя бы «Аякана вдучи, гужекана урачи, хэмдэни, кэнчи, эвенки, биби». Там дословный перевод «Үттөген сүйіп, үплэх, келечен табалах, бэхире иралах, эвенки боладын». Понимаете? И тогда через песню можно учить любые языки. Хотя бы сейчас дети знают, что там перевод, а не просто так прямо, да? И я думала, что там уровень такой большой не пойдет, и у меня уже начали говорить: у тебя на якутском языке почему песни некоторые, ну, слова не тут, да? Это я для своего региона, для своих детей, я же еще в школе работала, поэтому для меня уже есть опыт, который дети, они же некоторые не будут там дома разговаривать, и трудно, а через песни, через хороводные, с переводом, это уже будет каждое слово. Якутский язык тоже же очень много там лишних слов на русском языке еще да, стало, на эвенкийском, может, очень много других слов. Сейчас с появлением всяких гаджетов мы говорим даже на русском языке: напиши мне в директ, смайлики, что это такое, да, раньше это была улыбка, а это сейчас языки все теряются, и это очень опасно, и мы разговариваем на непонятном языке, на каком-то гибридном, да? И поэтому это вы будете носителями культуры. Это из вас, каждого, поверхностно не работайте, пожалуйста, работайте изнутри себя. Послушайте свой этот внутренний голос. Это не просто так. Вы люди, которые должны пропагандировать. Вы не должны кого-то прямо подражать, да, у вас еще должна быть своя изюминка, чтобы быть ни на кого не похож. Своя харизма. Харизма, и вы должны хорошо говорить. Когда вы человек культуры, риторика, песня, почему песня поется у некоторых нормально, да, на якутском языке будет, на венкийском,
дикция плохая, люди не знают, о чем. Даже, наверное, на русском языке кто-то поет, и некоторые слова вы не можете, ну, там про что поется, да? Ну, музыку только слушаем, там, европейскую музыку, а музыка хорошая, там, это делает, движение можно делать, и мы не вникаем в слова. А в этом теряется не только, вот, мы думаем, это простая песня, ну, спела, мелодия хорошая. Каждое слово — это ключ. Ключ, чтобы произвести людям, проникнуть душу. Это не просто трехминутная песня. Поэтому дикция у артиста, все. Вы должны прямо не только дикция, там еще надо спортом заниматься, чтобы хорошо дышать. Это же все. Например, вот хороводные песни идут, маньчжуры, например, это гимнастика Ивенков была. Они же кочуют, бедные. 2000 километров кочуют. Например, вот я рассказывала, у меня парень в Сигуне был, а он сейчас поехал, у него, ну, тоже творческий человек, и в том году он уехал и поехал работать оленеводом. И ему это нравится. Нравится, и каждый находит себя, а когда ты не почувствовал, не ездил, не кочевал, ты не можешь вот это все передать по-настоящему с душой. Вот этот мальчик, который у меня был, я что-то хотела сказать, забыла, кочует. И они кочевали, например, с Оленька очень много километров до Красноярского края наши кочуют, летом должны быть в Красноярском крае. Ну, там идет черта вот эта, где летние вот эти будут, ну, не летом, и обратно приезжают. Это 2000 километров, они верхом на оленях. Представьте себе, что вы верхом на оленях, и они останавливались, и палатки делали себе там на стойбище на один день, потом тоже дальше едут. И они останавливались и начинали вот крутить свои вот эти ножки, да, и у них еще должны были прямо до пола. Вот кто хорошо вот физически подготовленный, это не просто танцы, да, песни, физически не подготовленный не может вот это делать. Потому что когда очень много болезней было связанных с этими, потому что в холоде и голоде, когда верхом кочуешь, ты идешь вот в одежде и все намокает. Ты же не будешь там останавливаться и лежать, чтобы до назначенного пункта не доехать вовремя. Поэтому через дождь ты едешь верхом на оленях, останавливаются, и из-за этой проблемы они начали, почему у них много хороводных танцев, да? Это зарядки, это гимнастика, это своего рода йога, это дыхательные упражнения. Это чтобы держать всегда себя в форме. И у эвенков очень мало людей было с избыточным весом. Потому что если на оленях, это тебе не лошадь, не корова, да, чтобы прямо села всем вот этим массой, ты можешь хрупкий же олень, да? И тут сидишь верхом, да? И ты должен не прямо вот всем весом сидеть, а прямо вот физически подготовленный человек должен быть, чтобы себя тоже все время держишь в тонусе. И поэтому вот останавливались на стойбищах, и у них образовался вот танцы круговые джохар. Когда уже я начала вырастать, выросла, и дедушка всегда говорил, уже подросток же, да, не хочется на каникулы ехать, уже хочется на каникулы оставаться в деревне, там дискотеки. Потому что моя девочка уже вырастает, она хочет все время в йохар говорить. Джохар. И вот эти йохар, вот йохарю один из разновидностей тоже эвенков, да? И вот маньчжуры — это гимнастика эвенков. Это тоже вот работали вот этими плечами. Вот. Вот песня же есть у меня «Джаланджа».
суставы Церебрийского. Понимаете, да? Суставы. Это, в этой песне поется «Давайте будем танцевать до утра». Ногами, суставами давайте двигать. Аке, аке, аке. Это возглас, который собирает людей. И все это не просто прямо песни, да, это и хороводные танцы, это и гимнастика, это и здоровый образ жизни, это подтягивание всего здоровья, своего тела, да. А вот это сейчас песня будет у меня ДВ, это хороводная песня раньше была. ДВ это вот такая краска для одежды, которыми они красили свои изровнуки, кафтаны. И они становились такими коричневого цвета. И весной, каждую весну женщины начали собирать для своих костюмов вот эти от дерева кора есть, да? И они их называли ДВ. И они где-то находили вот эту краску, они друг друга начали призывать, как речь, да? Сколько человек там осталось. И вот этой мелодии чуть-чуть по-своему я тоже сделала. Это моя авторская песня. Мелодия невенгийская хороводная. Я вам хочу спеть песню после смерти моего отца в 2006 году. Мне было так плохо, что когда в семье нету уже кормильца, он не только кормил нас, он кормил всю деревню, потому что он очень-очень был хорошим охотником, он был депутатом Верховного Совета, он был чемпионом охотников, не просто обычным кадровым, да? А таким прямо 24 уже был я СССР депутатом, это совсем молодой ребенок. У него было еще имя второе плохое, на венгерском языке очень плохое. Чтобы распугать вот этих, как называется, дети умирали. У моей бабушки было 3 ребенка, умерли, и папа один остался единственный, но хотя у него тоже болели суставы, больным ребенком был, но они его так воспитали, он стал прямо таким охотником, очень, но прямо у него настоящие, тунгусы, да? И у него, чтобы распугать этих, его назвали, есть второе имя, которое люди знают, и у эвенков существует несколько имен, и они никогда, когда люди приходят в гости, они всегда говорят, именем не как девочка, атка, ноги, ходуй, говорят же, да? Они не называли при людях чужих ребенка настоящим именем, они скрывали, чтобы не сглазили. Раньше, сейчас начинают делать такие всякие, да, зарабатывать. Это же с древнего времен это все было. И хочу вам спеть песню на эвенгийском языке, там перевод идет ДВД. Очень такая хорошая песня. Как бы она современная, но это не современная, это народная мелодия хороводная.
Берегим волны, мы можем я хочу вас, поднимите руки, кто может горловые делать хорканье. Кто умеет? Можешь, да? Откуда? Ага. Пожалуйста. Ой, молодец, браво. Еще можно? Мне очень хочется, чтобы вас научить еще другому. Я хочу узнать, какой уровень горлового пения. Может, да? Пожалуйста. Давайте интересно делаем формат вместе с вами. Мы же общаемся как друзья. Прямо вот так. На блюдечке. Пожалуйста. Аплодисменты. Спасибо большое, что мне помогаете, поддерживаете, мне очень приятно. Я хочу научить вас самым простым хорканью оленей, которые понадобятся, чтобы любую музыку украсить. Можно просто так акапельно спеть, можно с мелодией, можно без мелодии, да? Давайте я сначала вам сделаю, как надо дышать правильно, да? Просто это самое простое, что мы можем делать. Это везде тогда, это проверяет дыхание, когда мы дышим носом и это воздух, носом, вот так, да, получается, выдох, вдох. Это очень самое простое. И самое главное, те, кто вот эстрадные песни поют, я эстрадные песни тоже пою, обычно говорят и говорили, что народные песни эстрадники не поют. Но это не так. У азиатов и то можно полностью сделать, но осторожно. Потому что голосовые связки тут болят. Если вы правильно делаете, тут должно, дискомфорт, да, должен быть. Как при кашле. Кашлять же вы знаете, да? Например, как в Судюне Эдельбар, да? Когда на олене ездит, мы обычно сзади нарта, да? Мы лежим, маленькие, слышим только издалека голос, как дедушки, да? У каждого бывает, разный, да, когда делаете, да? И вот это дыхание, прямо, которое, да, как кашель, они тоже, народные песни
как музыкальный фрагмент, да? Например, сейчас я попробую. Когда начинаете, надо с дыхательных упражнений прямо начинать. И так резко не делать, не минуту даже, да, когда начинаете только, да, чуть-чуть, чтобы у вас, там же есть вот язычок внутри, да, и она должна вибрировать, и у вас должно получаться, у вас, например, у мальчиков, тувинский степной такой горловой, да, тувинское такое горловое, а хорканье оленей идет прямо вот оттуда, дышите носом и вдыхайте, и там чуть-чуть добавляется с каждым разом красивые вот эти хорканье, как у оленей. И вы можете прямо их, например, хайо, хейо, хайо, хейо, делаем и хайо, хейо, хайо, хейо, хайо, хейо, хайо, хейо, это получается несколько человек. Кто-то делает, например, кто-то делает горловое, и получается очень такой красивый эффект. Ага, да? Вот первый ряд, пожалуйста, делаем
А вы делаете... А вы? Давайте все это соединим. А вы делаете просто... Хайо, хайо, хайо. Все, давайте все это соединим. И... Вот такое может получиться у вас. А вот этот бубен, смотрите, какой бубнов есть, но я их использую, когда в основном, такой формат, не прям концертный, да, не современный, такой не эстрадный концерт, а когда обычно мероприятия бывают, летники, встречи, могут быть это бакалдын праздник, как народный праздник, или могу использовать. И идет у него вот такие дырки, видите, они идут для чего? Для того, чтобы менять тональность под певца. И эти бубны мне делают, он такой прямо звучный, красивый его звук, делает на Камчатке. Это мне сделал очень знаменитый Варламыч, его зовут, да? Его знают как Варламыча, и он мне сделал уже сколько лет, почти 10, больше 10 лет она мне служит. Вот такой красивый инструмент. Если что, можете заказать. Я 10 лет тому заказала за 25 тысяч. Сегодня это вместе. Нет, наверное, 30, наверное. Я могу спросить, если что, можете через музыку музея заказать то, что хотите. Там он делает круглые, но я специально сделала, чтобы он сделал мне великий. Он делает еще ритуальные, прямо шаманские, большие, сколько там, если вы заказ делаете, да, то по своему усмотрению можете размер заказать, чтобы такой был, и у вас будет инструмент на всю жизнь. Вот так. А сейчас мы будем уже подходить как бы отсюда. Я хочу, я сейчас пока не снимаем или не снимаем, ничего страшного, я расскажу. У всех народов раньше, когда не было ни каблуков, ни обувь такой прямо современного, который на подошвах, да, резиновых, у всех были торбоза. Про торбозов даже у всех народов есть, да, у эвенков, у якутов, у коряков, у кельменов есть очень много песен именно про торбоза. Наверное,
там теренселер, ну, всегда поется, теренсе это обувь, ну, как бы, таза, да? Песня поется про, обязательно про обувь национальную, и как они прыгают до неба, чтобы вот эти хороводные танцы, они же не просто прямо пляски и гимнастика, да? Они еще имеют смысл, ритуальный смысл. Когда они начинают там праздники, у них появляется, начиная не только там с бытовых предметов, начинает импровизировать песни про человека, про тормоза, про вот эти эти сумки. И они начинают прямо импровизировать то, что им нравится, и рассказывать про свою одежду, про свой быт, про своих оленей. И в каждой песне, конечно же, поется про быт, про проблему, может быть, да. Можно многое узнать через песни и слова песни. Самое знаменитое у овенков очень-очень много хороводных танцев. Это манчора, делинче, самое знаменитое, йохарьо, дебейде, хедо есть, кассибор есть. Очень много пересчитать можно, да? Очень много эвенкийских хороводных песен существует. Вообще некоторые сейчас не знают, да? Юхар. Есть у бурятов. Они приняли у бурятии тоже есть венки, это венгийское слово. Они могут принимали у друга принимали культуры, хорошие, все хорошее же человек учится всему хорошему же, да? И у венков есть очень-очень много хороводных песней. Это манчорай, ассорай, некоторые знаете, да? Девейде, Гасигор, Девигинче, я еще не все назвала, но очень много хороводных танцев. Это круговые ритуальные танцы, песни, которые они использовали не просто как веселье, да, как ритуальные танцы и песни. Первое, то, что мы будем петь, я сейчас буду петь, а вы будете за мной повторять, да? Сначала будем манчорой. Такес, как и в якутском слове, такес это делает вот так. Вот так. Такес. Там слово такес есть, манчорой. Такес. Именно вот круговые танцы венков, они делали круги своими суставами, вот, чтобы это была гимнастика. Они должны были садиться, у кого физически очень такой человек, да, прямо спортивный, который мог, да, низу. Чем ниже, тем красивее получалось. И оно должно быть как волна, идти как волна. Сейчас будем петь, а вы за мной будете повторять. Хорошо? Чтобы себе сохранить мелодии, чтобы участвовать в мероприятиях, чтобы участвовать на бакалдыне, там очень хорошие призы. Кстати, 1-2 должны намечаться быть в бакалдыне у нас. Всех приглашаю, интересующих. Там конкурсы хороводных песен, и вы можете вот это научить и себе оставить. Не просто так встреча, да, чтобы у вас в репертуаре уже были венгийские песни. Хорошо? Манчорай. Пишется икенме, а произносится икенме. Ага. Ван кит карета галви
праздник, самый большой праздник хороводных танцев «Ночь Йохара». Там я участвовала как представитель народов, коренных народов. И впервые в Китай я съездила именно с театром Байкал. Вы знаете, да, театр Байкал? Это визитная карточка Бурятии, директор Дандар Жакович. Один раз увидел на мероприятии, фестивале, да, увидел и пригласил работать вместе с ним в Китае. Они делают там постановки, очень красивые танцы. Там есть буряты в Китае, есть овенки, я же говорила, да, это горы, и поэтому они идут туда как бы работать и сотрудничать. И поэтому я впервые съездила в Китай вместе с театром Байкал. Мы вместе работали очень много, дружим, сотрудничаем. Сейчас такая веселая песня. Именно тут поется про цветочки, про цветочки. Отсоревай, кала, икан, это песня. Ага, отсоревай, икан, и кала. Намакар, гаргелнон, отсоревай, кала. Это очень такая веселенькая песня. Можно спеть как песню. Там поется про одежду, про чашки, про там только, как бы я взяла 3 куплета, там есть такая одежда, которую надевают, обычно носят венки, арбагас, люди в арбагас их называли, да? А там песня еще про арбагас, там написано про цветочки, как выросли цветочки вокруг, да? Гарпалланы, это лучики солнца. И давайте будем петь веселые канты, да? Громко.
владеет своим языком, очень хороший преподаватель венгерского языка, старейшина Венков, тоже очень много знающий человек, я с ним сотрудничаю, тоже помогает. Я очень обращаюсь к таким людям, которые не просто так, да, которые знают традиции, быт, песни, танцы, очень много. И обычно я не у всех есть, эти вы не найдете в книжках и где-нибудь, да? А это то, что я записала сама специально у бабушек. Это лахо называется хороводная песня, очень интересная, очень красивая. Пожалуйста, если повторяете, можно погромче, да? Лахо, 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 я, лахо, 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 я, Лахо, 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 я. лахо, 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 я, но ты кун и канама, абан киял и калайгат, но ты кун и канама, абан киял и калайгат, лахо, 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 я, лахо, 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 я. Урунжакал и калгар, ханна первар дунат какал. Урунжакал и калгар, ханна первар дунат какал. Лахо, 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 я, лахо, 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 я. Кантыралар нунныкаки, навал дивар девал дыксап. Кантыралар нунныкаки, навал дивар девал дыксап. Лахо, 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 я, лахо, 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 я. Ерки якур, тага якур, ерки якур и кандигат. Ерки якур, тага якур, ерки якур и кандигат. Лахо, 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 е, лахо, 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 е. Спасибо! У меня вот это али, когда навьюченные олени, у них сюда идет вот такое украшение. Это очень древнее, от моих прабабушек. Угарка, называется угарка. Я чуть забываю. И то, что у меня вот есть, да, смотрите, это от моей прабабушки 1879 года. У меня еще есть серебряные пояса, есть посуды, которые остались. И на заднем плане написано у этих посуд, они идут из серебра. И год 1845. Смотрите, как долго. И на них идут иероглифы на китайском языке. А вот это, видите, у меня тоже нож.
тоже серебряная. Она тоже у меня прабабушки идет. В идеале тут должен быть вот этот, который держится, чтобы он тут не маячится. Тут из рук делают, ну бывает тут веревка, чтобы она держалась, когда я в брюках, она должна держаться тут. Некоторые еще тут бывали, даже бабушки спорят, почему у женщины должен быть нож. Конечно же, женщина хозяйка, чем как же не может и венки, там будут ходить без нож. Они использовали как для не только там кушать, резать, да, мясо, а для шитья. Вместо ножниц у них были вот такие ножики. У меня вот сумочка маленькая, она идет тоже из Рудги, она дымленная куром, поэтому она коричневого цвета. Я все это шила, как такая же была моей бабушки. И все это сшито сухожильными нитками. Я всегда рассказываю, прямо горжусь. Сухожильные нитки, они назывались геретте. Не нитки, а само чива, вот это, которые нитки, которые из них делали. Смотрите, они у меня тут в сумочке. Ой-ой-ой. Это у меня место для наперстка. Она такая же была у моей бабушки, я все это с собой ношу. И вот иголка моя. Поверх кисти наперсток будет у меня тут. Вот видите, я все свое ношу с собой, называется, да? Ага, и, конечно же, в итоге вы приняли, да, и вы что-то новые для себя знания какие, да? Потому что у меня всегда или в Инстаграме, или ВКонтакте, везде пишут, а почему-то это мало народу пришло, мастер-классы спрашивали, поэтому в этом формате я первый раз делаю, да? И если что, можно еще, если хотите, я индивидуально могу делать, если хотите, да, там. И можно учить горловую, могу песни на английском, разные песни для себя, чтобы репертуары были, да, чтобы продвигать еще культуру венков, чтобы не было, чтобы произношение было хорошее. Не, как пишет, и некоторые не понимают, да, там в этих песенниках пишется, ну, транскрипция английского языка тоже другое, да, пишется ГУДЕ, произносится УЖЕ. Пишется икан, говорится икан. Это песня икан. И, конечно же, песню, я хочу одну песню спеть для вас, которая называется «Алеуточка». Мне очень нравится эта песня, мне нравится культура коряков и тельменов, мне нравится Камчатка, там мне мои друзья, много чего я у них опыта, знаний себе взяла, да, можно так сказать, да? И для вас очень красивая песня Симакова, Ильи Симакова, слова и мелодия про красивую алеуточку. Можете еще танцевать. Шири, а видится степчивый, нежно.
все быстро, что завязано. Песенечка романка в синие моря, расскажи, как счастлива молодость моя. Песенечка романка в синие моря, расскажи, как счастлива молодость моя. Спасибо, дорогие друзья, дорогие студенты, за то, что пришли. Очень благодарна. Думаю, что вы знаниями, то, что вам нужно было, вы для себя сохраните и будете тоже продвигать культуру народов Севера. Понравилось, да? Спасибо большое. До встречи. И приветственное слово нашему директору Марии Ильиничне Корниловой. Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши студенты. Очень огромная благодарность то, что вы пришли, то, что вы заинтересованы. Огромная благодарность, низкий поклон нашему пропагандисту, человеку, который вот именно душой и сердцем болеет за сохранение своего родного языка, своей традиционной культуры. Вы прямо вот, когда я вот на начало мероприятия, когда я зашла, вы немножко сметенные сидели, вы немножко опустившие глаза сидели, а сейчас вот я зашла, вы уже совсем другие лица, оживленные, вы прямо хлопаете и вместе там сидите, поете с нашей дорогой семейкой. Это значит, сегодняшнее мероприятие удался, я думаю, потому что Семилька у нас является не только прекрасным, талантливым артистом, но и педагогом. Вот поэтому вот то, что она сегодня вам рассказывала, и про то, как они кочевали, как она, где она родилась, какие у нее замечательные родители, какие у нее предки. И вот все то, что она с детства в себя вобрала, вот то, что у нее все это сидит, и она всю жизнь вот это и пропагандирует. И то, что она прослезилась, когда она рассказывала про свою жизнь, даже вот детскую, где она кочевала, и она вспомнила все эти запахи, все эти звуки природы. И это многого стоит, потому что человек не просто вам как артист выступает, а именно душу изливает. И она действительно болеет за сохранение своего родного эвенкийского языка и традиционной культуры. И хочет, чтобы все это передавалось из поколения в поколение. И она хочет, чтобы вы именно ее приняли как пример сохранения вашего родного языка и культуры. Потому что вы являетесь студентами колледжа культуры и искусства, и вы будете пропагандировать и учить детей, и перед людьми выступать, пропагандируя свою культуру. Не только здесь, но и за пределами нашей необъятной республики, даже необъятной нашей России. Вот поэтому не буду много вас задерживать и позвольте зачитать благодарственное письмо от имени нашего коллектива, нашей прекрасной Семильки. У нас еще вот немножко 5 минут, я, пользуясь случаем, буду рекламировать про наш проект, который еще музей называется. И вот вы люди, которые тоже люди
искусства, культуры. Да? У нас есть проект «Кочующий музей», где не только музей с выставкой выезжает, но у нас есть друзья вот в лице нашей дорогой Синильки, в лице наших носителей, знатоков традиционной культуры, в лице выдающихся деятелей культуры. И мы все, вот, организовав команду, выезжаем за пределы нашей республики. И вот, допустим, вы, когда станете взрослыми людьми, еще взрослее станете, да? Вы с нами тоже можете выезжать за пределы республики. Команда такая замечательная. В прошлом году мы в Питере около 20 дней побывали. Прямо во всех огромных площадках мы выступали. И в прошлом году Синилька с нами ездила в город Норильск, Красноярский край. Мы там организовали фестиваль народов Якутии. Во Владивостоке были. Ну, у нас очень много в этом году тоже планов. Выезжаем тоже в Санкт-Петербург, Амурскую область и Забайкальский край. Вот поэтому, когда вы будете еще взрослее, мы с вами будем сотрудничать. И имейте в виду, что наш музей не сидит в одном месте, а кочует. Так, благодарственное письмо Эвенкийской этнопевицы, артистки, вокалистки Государственного театра коренных малочисленных народов Севера Синильки, наш музей, выражая огромную благодарность за проведение мастер-класса по горловому пению и круговому танцу эвенков в рамках фестиваля «Якутская музейная неделя». Завтра Международный день музея. Примите самые теплые слова благодарности за вашу преданность своему делу, за ваш вдохновенный труд, за сохранение и популяризацию духовного и материального наследия эвенкийского народа. Надеемся на дальнейшее развитие и укрепление нашего сотрудничества.